Мошенники обманули курьера в Алданском районе. 38-летний местный житель рассказал полиции, что в свободное от основной работы время подрабатывает курьером в одном из местных суши-баров. Получив заказ, он подъехал по указанному адресу, однако там не было дома с таким номером. Чтобы уточнить адрес, он перезвонил на номер заказчика. Ответивший на звонок мужчина объяснил, что, видимо, в баре перепутали адрес, ведь заказ необходимо доставить в административное здание ГИБДД. В дополнение к заказу он попросил курьера купить коробку конфет и зачислить на абонентские номера телефонов 2 платежа по 3500 рублей. За эти услуги он пообещал доплатить еще 1000. Курьер купил конфеты за 200 рублей и перевел 7000 на указанные номера телефонов. Затем он перезвонил на прежний номер, но оказалось, что его уже внесли в черный список. Участковые полиции установили подозреваемого в повреждении машины жительницы Якутска. На кузове машины были оставлены множественные вмятины и повреждена краска. Установлено, что к этому причастен 31-летний сосед потерпевшей, с которым ранее у нее были конфликты. Выяснилось, что пьяный злоумышленник ночью металлической трубой несколько раз ударил по кузову автомобиля потерпевшей, после чего скрылся. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». За такую месть мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. 15 машин пострадало в пожаре в Мирнинском районе Якутии. По информации Главного управления МЧС России по региону, 9 грузовых и 6 легковых автомобилей пострадали при пожаре на стояночном боксе в Мирном. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело здание изнутри по всей площади. Пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки щитка на вводе в здание. На данный момент устанавливаются виновное лицо и нанесенный ущерб. В ликвидации происшествия задействовали 24 сотрудника и 6 единиц техники Мирнинского пожарно-спасательного гарнизона. Ректор Арктического государственного агротехнологического университета, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, заключили под стражу. По сообщению Следственного комитета по Якутии, с 2016 года обвиняемый давал указания сотрудникам о подготовке документов о зачислении и отчислении с 4 курса 136 студентов. Фактически студенты не поступали в вуз и не проходили обучение. После этого для получения из федерального бюджета субсидий он подписывал предоставленные документы. Как полагают следователи, из-за действий ректора было израсходовано свыше 250 миллионов рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства России. Данные денежные средства были использованы руководством учебного заведения на цели, не связанные с обучением студентов, отмечается в сообщении. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Полицейские раскрыли кражу в Мирнинском районе. По информации МВД региона, подозреваемым в совершении данного преступления оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 49-летний мужчина. Установлено, что в темное время суток подозреваемый в поисках легкой наживы незаконно проник в контейнер, принадлежащий потерпевшему. Однако ничего ценного там не оказалось. Тогда злоумышленник, решив не уходить с пустыми руками, прихватил с собой удлинитель, а также алюминиевые и медные провода. Похищенное у него было изъято, а в отношении вора возбудили уголовное дело. В результате драки в отделении банка погиб человек в Волгограде. Соучастники конфликта привлечены к ответственности. По информации Следкома, причиной расправы над риэлтором стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. Следствием установлено, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа отомстить обидчику. Днем он приехал к месту работы риэлтора, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, ее муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке. Мужчина задержан, сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Что касается его супруги, принимая во внимание, что у женщины на иждивении находятся 2 малолетних детей, одному из которых год, следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий. По меньшей мере 3 человека погибли в результате наводнения на итальянском острове Сардиния. В субботу на него обрушились проливные дожди, которые спровоцировали серьезные подтопления. В городке Битти в провинции Нуоро некоторые улицы буквально ушли под воду. Жидкая грязь затопила подвалы и стоящие у домов автомобили.
Местный фермер, которому было 55 лет, оказался погребен под оползнем. Также с наводнением связывают гибель 90-летнего мужчины и пожилой женщины. Еще 2 человека пропали без вести. Спасатели продолжают их поиски. Власти призывают жителей острова к максимальной осторожности. В воскресенье ливни продолжатся. В 2013 году на севере Сардинии при наводнении погибли 19 человек.